Опубликованные на канале Уйгур ТВ новости о найденных в Тарымском бассейне запасах природного газа размером в 115 миллиардов кубических метров подтвердились. Заместитель генерального директора компании PetroChina Тиен Джун заявил, что тесты скважин на разведывательном участке успешно завершились, и сообщил, что компания планирует начать регулярную добычу газа в следующем месяце. Глава информационного центра Восточного Туркестана Абдулджалил Каракаш прокомментировал ситуацию следующими словами. Запасы природных и подземных ресурсов Восточного Туркестана являются одними из крупнейших в мире. Именно поэтому Китай не собирается уходить из оккупированного уйгурского региона, уничтожая и заставляя молчать уйгуров и казахов. Китай, являющийся крупнейшим потребителем нефтепродуктов в мире, держит Восточный Туркестан в железных тисках из-за запасов нефти, золота, платины, серебра, урана и угля. По сообщениям германского информационного агентства DPA, Федеральный совет безопасности, собранный под председательством Ангелы Меркель, одобрил поставку генераторов для системы противовоздушной обороны в Объединенные Арабские Эмираты. Предположительной причиной такого решения послужила обстановка в заливе и кризис с Ираном. Глава администрации Гонконга, в котором на протяжении 4 месяцев продолжаются демонстрации, заявила о запрете на ношение масок во время акций протеста. По словам Кэрри Лэм, запрет поможет остановить радикально настроенных демонстрантов. В столице Ирана арестована российская журналистка. Консульство Российской Федерации в Тегеране сообщило, что Юлия Юзик арестована по подозрению в шпионаже в пользу Израиля. Согласно последним данным, паспорт Юлии, прибывшей в Иран с супругом, изъяли в аэропорту. Позже в отель, в котором остановилась журналистка, прибыл отряд стражей Иранской революции, после чего ее арестовали. Уроженец Тайваня Дайсон Лин оштрафован на $6 000 по обвинению в наведении паники. Лин, утверждавший, что является предсказателем и основателем компании Taiwan Quake Forecast Institute, выложил в социальной сети ролик с обращением к жителям Стамбула, в котором, по его словам, в ближайшие 10 дней должно произойти землетрясение силой в 7 баллов.